Теперь здесь все новое: пол, стены, щиты с корзинами для баскетбола и даже шведская стенка. Одним словом, лишь бы у детей было желание заниматься спортом, а у учеников 8-й столичной школы оно есть. На протяжении долгих лет спортзал 8-й столичной школы был непригоден и даже опасен для жизни учащихся, поэтому занятия физкультурой проводились в большом школьном дворе. В спортзале был пол, и был риск, что сверху полетит штукатурка, когда бегаем. Настроение очень хорошее, потому что до этого мы занимались в холоде, на улице было очень холодно. Теперь будем заниматься в теплом спортзале. Спортзал получился очень ярким и очень много инвентаря. Учащиеся и преподаватели образовательного учреждения не устают благодарить бывшую ученицу 8-й столичной школы Яну Сабо. Ведь новый спортивный зал – это полностью ее заслуга. Капитальный ремонт сделан за счет ее финансовых средств. Она посвятила эту благотворительную акцию памяти своего отца Вячеслава Сабо. Сама Яна на открытии спортзала присутствовать не смогла, но передала теплое видеообращение для родной школы. Я поздравляю вас с открытием спортивного зала и благодарю Бога за то, что мне удалось осуществить свою мечту и сделать что-то хорошее для своей школы. И в первую очередь для вас, для детей, потому что вы – будущее поколение Абхазии, и на вас будет держаться вся страна. Я желаю вам успехов, удачи и всего самого наилучшего в ваших начинаниях. Однако в открытии спортивного зала и разрезании красной ленты принял участие двоюродный брат Яны Тенгиз Сабо. Он рассказал, что сестра давно хотела помочь родной школе, и вот, наконец, ее мечта осуществилась. Она после окончания школы уехала в Россию и ныне живет там. Она ежегодно приезжала к своим родственникам, к нам, и непосредственно всегда заходила в свою школу. И, как мы видим, школа не очень выглядела и снаружи, и снутри. А самое главное, не было спортзала. Для детишек, в первую очередь, это для физического развития должен быть спортзал в школе. Поэтому ежегодно, когда она приезжала и видела эту школу, у нее слезы просто накатывались на глазах. И она все-таки решила помочь сделать данный спортзал, восстановить. Мы ей помогали по восстановлению, но что касается финансовой части, она все взяла на себя, оплатила весь ремонт. Долгие годы мы желали, чтобы у нас был уютный, теплый, красивый, оснащенный, современный спортивный зал. И вот наше желание сегодня осуществилось благодаря Яне Вячеславовне Сабо. Открытие спортзала сопровождалось музыкальными и спортивными номерами. В мероприятии приняли участие представители управления образования администрации города Сухум, депутат от Маякского округа Наур Нармане. Это большая помощь образовательному учреждению и большая гордость за подобных благотворителей, отмечали выступающие. Мы радуемся вместе с вами. От лица администрации города Беслана Федоровича, от себя лично хочу поблагодарить Яну Вячеславовну и ее семью за такой большой подарок. Большая история 8-й школы. Послевоенное время, несмотря на то, что внешне и внутренне не соответствует, но здесь работает большой сплоченный коллектив, дети и родители, которые не подводили ни свой район, ни свой город, ни все свои традиции. Вы знаете прекрасно, что у нас в округе 3 школы. Это средняя школа номер 7. Там произведен капитальный ремонт. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал в этом участие. Вы знаете, что в 12-й средней школе идет ремонт. Надеюсь, что он будет доведен до логического конца. А вот касаемо 8-й школы, было в планах. Но вы не представляете, какое большое удовольствие мы все получили, узнав о том, что выпускница, учащаяся этой школы, взяла на себя ответственность, профинансировала, чтобы учащиеся этой школы в спортзале могли играть, веселиться, заниматься спортом.
В организации и выполнении ремонтных работ в спортивном зале помогал Аслан Хайцук. Красочные стены, качественное напольное покрытие и многое другое. Хочу выразить огромную благодарность строителям, лично Аслану Хайцу, за то, что все, что здесь сделано очень профессионально, сделано очень качественно. И я надеюсь, на долгие-долгие годы школа сможет сохранить зал в том состоянии, в котором он сейчас находится. Сейчас здесь занимается детский танцевальный кружок. В ближайшее время, по словам специалистов столичного управления образования, они постараются открыть и другие спортивные секции, такие как карате, баскетбол, волейбол, гимнастика, бокс. Гугут Савардания, Раву Камки, Абхазское телевидение.